Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Своими впечатлениями об отдыхе в Абхазии российские туристы поделились с нашей съемочной группой. В Сухуми стартовал открытый чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященный 19-летию спасательного ведомства страны. На республиканском стадионе состоялся открытый республиканский турнир по легкой атлетике. Президент Абхазии Бадыр Гунба считает непозволительными высказывания отдельных чиновников в адрес гостей. На встрече с министром туризма Астамуром Логуа президент прокомментировал ситуацию, связанную с высказываниями чиновников Минтуризма, вызвавшими широкий резонанс. Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех гостей, кто пожелает отдохнуть в стране, познакомиться с ее древней историей, насладиться ее красотами, особенно из дружественной нам России. Наши ательеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным и искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не различают гостей в зависимости от материального достатка, подчеркнул глава государства. В свою очередь министр туризма Астамур Логуа проинформировал президента о том, что начальник лицензионного отдела министерства Кристина Лакербая, допустившего высказывание, вызвавшее широкое возмущение, освобождена от занимаемой должности. Первый месяц лета, а это значит впереди жаркие месяцы туристического сезона. Тысячи гостей из России ежегодно посещают Абхазию, а многие отдыхают здесь на протяжении десятилетий. Своими впечатлениями об отдыхе в Абхазии российские туристы поделились с нашей съемочной группой. Репортаж Гугл Севардани. Здесь добрые, отзывчивые люди. Нам очень все нравится. Гостеприимный народ. Добродушные люди, которые нас встречали. Хорошие, отзывчивые люди. Все приветливые, добрые. Отзывы гостей страны души этим летом из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Омска, Норильска, Петрозаводска, Сыктывкара и из множества других городов России, откуда на отдых в Абхазию приезжают туристы. В том, что гостей здесь принимают тепло, они ни разу не усомнились. Все проверено временем. А уже третий год я сюда прилетаю к вам. Очень здесь нравится, очень, просто безумно. Это на самом деле рай. Хозяйка гостевого дома на Каштаке Амра Гергия рассказывает, что Людмила одна из тех, кто приезжает в Абхазию каждый год с Крайнего Севера. Угощения, традиционные застолья и беседы за чашечкой кофе. Все от души и с радостью, говорит она. Довольные, они все время приезжают к нам. Так хорошо, это рай. بس الخط هرجح جياخد هرجح تخوب أبرير جياخو عندز هحكي رتينو عندز بسنراج جياخو عندز. Так же, как и Амра, к летнему сезону тщательно готовятся ее коллеги, а еще экскурсоводы, сотрудники объектов общественного питания. В общем, с каждым годом работники туротрасли республики стараются улучшить сервис. Ежегодно в стране открываются новые маршруты и объекты размещения. В принципе, кормят замечательно. Вот здесь по набережной приятно ходить. То есть ребенка привезла. Ребенку тоже очень-очень нравится. То есть гостиница хорошая, есть бассейны. В принципе, в следующий раз хочу я еще раз сюда приехать. Да, честно, даже не ожидала, что вот такой замечательный город. А как вам сервис? Вы знаете, хорошо, мы остановились, как это называется? Страна души. Страна души, отель очень чистенький, хорошенький. Хорошее питание трехразово, море вот прям сразу на первой линии. Вид хороший, очень чистый отель, очень добродушные люди, которые нас встречали. Нравится, дышим эвкалиптом, морем. Все классно, бассейн чистый, все красиво, прекрасно. Завтраки вкусные, все вкусно. В кафешке классные тут. Со мной приезжал брат родной, они вот уехали, на днях улетели. Вот. Знакомые все у меня сюда ездят, всем тоже очень нравится. И по цене, и тишина, спокойствие, мало людей, как говорится, все рядом, море рядом, никуда не ходить. Все
Замечательно, да. На водопадах побывали, вчера ездили. Сегодня у нас застолье будет, лезгинка. Дочь весь день плясала, танцевала, спать не давала, лезгинку учит. С каждым годом здесь становится все лучше. Мы вчера посетили одно заведение, я давно хотела в него сходить, на набережной. Вот. Там и хозяйка подошла, поинтересовалась, как вам сервис, как обслуживание. То есть, мне кажется, с каждым годом все лучше и лучше. Было очень здорово, гостеприимство, радушность. Вообще мы под таким впечатлением обязательно вернемся сюда к этим милым девочкам. Ирина Куталиева с семьей приехала из Волгограда. Отдыхают 6 июня. В Абхазии впервые. Нужно уезжать, но к местным привыкли как к родным. И прощаться тяжело, делится гостья. Потому что уезжаем с таким ощущением, что мы не прощаемся, а просто говорим «до свидания», как семья наша стала, настолько привыкли к ним. Отдых в гостевом доме, горах или у самого берега моря. Каждый турист выбирает для себя то, что ему по душе. Нравится природа красивая, море ласковое. Вообще, очень люди нравятся, приветливые. Сервис есть, люди хорошие, обслуживают, вежливые. Так что все хорошо. То есть отношения очень хорошие. Советуйте. Советуем. Абхазия – это уголок на Черноморском побережье, где природа, культура и история сливаются в единое целое. А еще за время пребывания здесь туристы не раз сталкиваются с ситуацией, когда им необходима помощь, и местные жители всегда откликаются. У нас была ситуация, не было связи, не могли вызвать такси. Зашли в кофейню, нам вызвали такси, подсказали, все сделали. То есть, приятно, что так с туристами по-доброму. Просто тут были проблемы с картой, надо было снять деньги. Тут наша российская сбербанковская карта не обслуживается. Мне показали и провели. То есть люди, которые здесь живут, даже не ожидала. Замечательные люди. Здесь, мне кажется, любого человека спросишь, тебе все подскажут. Конечно, ведь гостеприимство – одна из основ морально-этического кодекса абхазов – Апсуара. Гугут Савардания, Налач Хинжерия, Фатима Гергия, Нал Гвинже, Раму Камке, Эльдар Дамиров. Абхазское телевидение. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с членами межведомственной рабочей группы по вопросам правового содействия гражданам Абхазии, являющимися получателями российских социальных выплат и материнского капитала. Члены группы доложили президенту о проводимой работе. Итоги встреч прокомментировал председатель рабочей группы, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Представители рабочей группы доложили президенту о ходе работ, проводимых ведомствами во взаимодействии с компетентными органами Российской Федерации, и о тех результатах, которые уже сегодня имеются. Президент выслушал и дал определенные поручения для того, чтобы продолжить работу в этом направлении. Работа очень сложная, решение данной проблемы непростое, требует времени, быстрого решения никто не обещает, так как нарушено законодательство иного государства. Здесь нашим гражданам, обращаясь к ним, хочу сказать, что нужно проявить выдержку, проявить спокойствие, без лишних высказываний и без лишних действий. Это может навредить в первую очередь тем процессам, которые уже начаты и ведутся компетентными органами Республики Абхазия. Также можно навредить тем лицам, которые уже оказались в трудной жизненной ситуации. Общественная палата республики выражает поддержку инициативе Бадры Гунба, озвученной в интервью Абснепресс об осуществлении реформы избирательного законодательства Абхазии, предполагающей переход к смешанной пропорционально-мажоритарной системе выборов. 15 мая этого года Общественная палата направила президенту, спикеру и депутатам Народного собрания свои предложения по конституционно-правовой реформе, включающие в том числе реформу избирательной системы Республики Абхазия.
Гражданин Турции Салдыз Метин, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан на территории Абхазии. Он подозревается в соучастии в умышленном убийстве, изготовлении и торговле наркотическими веществами в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия. Подробности в материале пресс-службы СГБ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на канале незаконной миграции сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия при силовом сопровождении Центра специального назначения Службы госбезопасности в городе Гагра 19 июня был задержан гражданин Турции Салдыз Метин. Салдыз Метин находится в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя. Салдыз подозревается в соучастии в умышленном убийстве, в изготовлении и торговле наркотических веществ в особо крупном размере, в изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия. По имеющейся оперативной информации, задержанный гражданин Турции ранее осуществил незаконный переход государственной границы в обход установленных пунктов пропуска по реке Ингур с целью избежания уголовного преследования. В ходе беседы с оперативными сотрудниками гражданин Турции дал признательные показания в соучастии по всем вышеуказанным преступлениям, совершенным как на территории Абхазии, так и за ее пределами. Видео. Какими-то пакетами. А поясните, что это за... Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку в отношении сотрудников УВД по Гагарскому району, этапировавших сбежавших арестантов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По факту побега Дмитрия Барцица, Александра Акопяна и Сергея Кима также возбуждено уголовное дело. Побег был совершен 19 июня при конвоировании из УВД по Гагарскому району в СИЗО МВД. Их сопровождал экипаж, начальник дежурной части УВД Даур Шершелия и оперуполномоченный отдела уголовного розыска Дмитрий Айба. Барциц и Акопяна задержали в тот же день в Сухуме, Кима 21 июня. МИД Абхазии направила ноту соболезнования МИДу Сирийской Арабской Республики в связи с терактом в Дамаске. Теракт, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, является ничем иным, как попыткой подорвать стабильность и безопасность в Сирии. Убеждены, что этот вероломный теракт никоим образом не повлияет на единство сирийского народа и усилия властей Сирии по сохранению и упрочению мира и безопасности в стране, говорится в ноте соболезнования. Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске произошел 22 июня. По данным гостелеканала «Ихбария», жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, совершивший взрыв, входил в состав террористической группировки «Исламское государство». Погибшего в ДТП Николая Трапш похоронят в Абхазии. Директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш погиб в результате автомобильной аварии. ДТП произошло вечером 21 июня на трассе Ростов-Ставрополь. Будучи директором архива, Николай Алексеевич проводил активную работу по усовершенствованию деятельности Государственного архива, крупнейшего хранилища документов на юге России, превратив его в научно-исследовательский и культурный центр, говорится на официальном сайте учреждения. Прощание с Николаем Трапш состоится 24 июня с 11 часов в ритуальном зале Ростовского крематория на Северном кладбище. После окончания траурной церемонии его отвезут для захоронения в Абхазию, сообщает «Российская газета». Состоялась встреча министра энергетики Абхазии Батала Мушба с заместителем генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Русгидро Сергеем Мачехиным. Как сообщает пресс-служба Минэнерго, стороны обсудили вопросы подготовки к проведению технического обследования перепадных ГЭС для определения условий возможности восстановления их работы.
В Сухуми стартовал открытый чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу, посвященный 19-летию спасательного ведомства страны. В этом году, помимо команд из всех спасательных подразделений республики, в чемпионате принимает участие и команда пожарных Бзыбского терминала компании «Апсна Ойл». Министр Лев Квициня выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне, в духе спортивного соперничества и товарищества, а также пожелал успехов всем участникам состязаний. В конце минувшей недели была проведена жеребьевка и сыграны первые матчи. В стартовой игре встретились команды Бзыбского терминала и ПСО «Город Сухум». Столичные спасатели обыграли своих соперников со счетом 6-4. Команда ПСО «Гагры» победила команду Гулрыбского района со счетом 5-1. Тхуарчал Ачимчира 1-3. Гудаут-Агал 10-1. Игры открытого чемпионата МЧС Абхазии будут проводиться в течение 2 недель. Финал состоится в Сухуми 4 июля. 23 июня отмечается Международный Олимпийский день. Он был учрежден в 1948 году. В честь этой даты на республиканском стадионе прошел открытый республиканский турнир по легкой атлетике. Впервые в нем приняли участие и дети с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами выступили Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация легкой атлетики Абхазии. Айлита Арутюнян расскажет подробности. Олимпийский день бега представляет собой мероприятие олимпийского движения, которое проводится в июне национальными олимпийскими комитетами. В Абхазии это мероприятие ежегодно проходит уже 15 лет и пользуется немалым интересом со стороны молодежи. Сегодня вы приятно очень нас удивили большим количеством участников, много юных спортсменов. И у нас сегодня спорт для всех. Инклюзивная команда будет сегодня впервые выступать. Они войдут у нас в историю. Так что всем сегодня спортсменам удачи, легких ног, хороших результатов, хорошего позитивного настроения. Удачи всем! В программу соревнований включены забеги на классические дистанции – 100, 200, 300, 400 метров. Начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зонтария пожелала участникам успехов и зачитала послание от имени президента Национального олимпийского комитета Валерия Аршпа. Примите самые искренние поздравления с Олимпийским днем бега, праздником движения, здоровья и спортивного духа. Сегодня по всему миру тысячи людей выходят на старт, чтобы вместе опраздновать силу олимпийских идеалов. Бег – это универсальный язык, объединяющий людей всех возрастов и возможностей, символ старта пути к цели и финишной радости. Благодарим Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Федерацию легкой атлетики Республики Абхазия за огромный вклад в организацию этого праздника в нашей стране и за постоянную работу по развитию спорта для всех. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Зрители с интересом следили за ходом соревнования. Каждый спортсмен настроен на хороший результат. Помимо этого, ребятам просто нравится заниматься спортом. Астанда Баспа увлекается спортом с детства. Она старается не пропускать турниры и показывать хорошие результаты. Я на все соревнования езжу, именно в Абхазии, которые по легкой атлетике. Любишь соревнования, да? Да, очень. Когда меня на первые соревнования пустили, это были первые 800 метров, я взяла 3-е место, и мне очень понравилось после этого бегать. И отправили на 400 метров, я так все большие дистанции бегу. Для спортсменов такие соревнования – хорошая возможность получить новый необходимый опыт. Я полюбила спорт, потому что там очень много всяких движений, бег, прыжки в высоту, прыжки в длину. Это было в школе. Я начала хорошо бегать 100-метровку, 60 метров. И мне сказали, что иди на легкую атлетику. И мне сказали, пошла. В турнире могли принять участие все желающие. Для самых маленьких участников организовали отдельный забег на 60 метров. Кроме того, в мероприятии впервые приняли участие дети с инвалидностью. Молодцы, вы сегодня герои. Вы открыли сегодня Олимпийский день бега. Молодцы! Сегодня именно результат, который показали ребята, и то, что они испытали, это большой этап, потому что на нашем этапе лежит дорога, и мы рады, что именно начинается развиваться паралимпийское движение у нас в Абхазии. У нас впереди очень большие задачи и ряды,
которую мы будем развивать также в других дисциплинах, таких как боча, дартс, чтобы именно делить ребят на квалификацию. Потому что в данный момент мы принимали участие со всеми ребятами, не разделяя их на квалификации. В дальнейшем у нас будет разделение на квалификации, чтобы ребята могли пробовать себя в разных видах дисциплины, потому что также есть слабовидящие, слабослышащие, и мы должны развивать паралимпийское движение у нас в стране. Количество желающих заниматься спортом в нашей стране растет с каждым годом. Ведь спорт – это не только победы и достижения, но и полезное времяпрепровождение. Проведение таких мероприятий – это очередное доказательство, что спорт важен. Он может быть как и любительским, так и профессиональным. Ведь, как говорится, главное не победа, главное участие. Аэлита Арутюнян, Константин Парулова, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 24 июня, в Абхазии ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом информационный выпуск Ам Шевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.